Жизнь изменилась, и они запутались. Чего теперь боятся депутаты Жогорку Кеңеша? Сейчас всех подряд сажают. Главное, чтобы в будущем, если следующая власть сильная придет, чтобы она не обвинила всех депутатов в том, что приняли неправильную конституцию, и чтобы не посадила нас в тюрьму. Парламентарии начали обсуждать новую конституцию и вдруг вспомнили про свои полномочия. Чем он будет заниматься? Зачем тогда нужен будет Жогорку Кеңеш? Народ говорит, что этот парламент состоит только из базаркомов и банкиров. Смогут ли они внести поправки или же молча примут то, что им дали? Цены на продукты кусаются, чем дальше, тем больнее, а госорганы лишь мониторят и ничего с этим поделать не могут. Мы лишь можем вносить предложения и проводить анализ. Чем занимается Минсельхоз и антимонопольный орган? Почему аграрная страна не может прокормить себя и практически полностью зависит от импорта? Шестой созыв сменил 7 премьер-министров. Из-за кого или чего не состоялся парламентаризм? Среди вас есть лучшие министры. Я полностью поддерживаю. Я вам и вашей команде желаю успехов. Прежде не было такого состава. Такая хорошая команда. Коллективные тосты и коллективная безответственность. Чувствуют ли они свою вину? Когда рассматривали кандидатуру Сапара Исакова, вы его тут хвалили все подряд. А где сейчас сидит Сапар? А теперь тут хвалите Абылгазиева. Забрали куда-то из военкомата. Почетно ли, как прежде, сейчас служить в армии? Кто они, сегодняшние защитники Отечества? Я солдатик по 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Когда служба в армии не ради военного билета, а долг перед Родиной превыше всего. После того, как подержал в руках автомат, все изменилось. Подумал, а кто будет защищать Родину, если не я? Что интересного и важного произошло за эти 7 дней, сделаем обзор. Меня зовут Манас Ачгитов. Здравствуйте. Начнем с Раима Матраимова. В минувший четверг его вновь задержали. Бывшего зампреда республиканской таможни, уже осужденного, я напомню, за коррупцию и приговоренного лишь к штрафу, вызвали на допрос, а оттуда его отправили в изолятор временного содержания. Задержали коррупционера, а его можно уже так открыто называть, поскольку он сам в этом признался и уже есть решение суда. Задержали его уже за отмывание преступных доходов. Признается ли он в совершении преступления на этот раз? Заключит ли еще раз сделку со следствием? И если заключит, во сколько теперь оценят нанесенный им государству ущерб? Поживем, конечно, увидим. ГКНБ обещает, что будет своевременно информировать общественность о ходе расследования нового уголовного дела в отношении Раима Матраимова. Первый раз, я напомню, его задерживали в конце октября. Однако в тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде. Тогда экс-таможенник согласился на сотрудничество со следствием и выплатил государству 2 миллиарда сомов. Меж тем общественность интересует еще один вопрос. Если Матраимов признан виновным и следствием доказаны все его коррупционные схемы на таможне, будут ли приняты какие-то меры в отношении тех, кто был у власти и, по сути, прикрывал коррупционера? В частности, в отношении тех лиц, от которых народ требовал расследования, а те все время настаивали предоставить факты. Жители приграничных регионов, которые периодически пикетировали здание правительства, кажется, до него все-таки достучались. В понедельник несколько десятков граждан организовали митинг в Бишкеке с требованием от властей ускорить решение вопросов по демаркации и делимитации границ с Таджикистаном и Узбекистаном. Иначе, говорят они, соседи продолжают свою хитрую экспансию. Нахрапом занимают территории, которые расположены в зоне границы, высаживать там деревья или пытаются возводить строения, чтобы потом заявить, что это их земля. Каждый метр, жалуются баткенцы, приходится отбивать у соседей. А чиновники, говорят, бездействуют. И те вроде как начали действовать. Начали прежде всего с кадровых решений. Бывший заместитель секретаря Совбеза Өмирбек Суваналиев стал полпредом правительства в Баткенской области. В регионе также сменили акима одноименного района, сменили руководителя областной таможни, представителя погранслужбы и начальника областной милиции. Также в Кабмине пообещали повысить статус области. Что это даст жителям региона, а самое главное, как это поможет решить проблему границ,
объяснил на следующий день Камчыбек Ташиев. Глава ГКНБ в четверг вернулся в страну после проведенной в Германии операции на сердце и сразу же отправился в Баткен. Там он встретился с жителями приграничных районов и заверил их, что вопрос границы будет решаться с учетом исключительно национальных интересов страны. Но при этом добавил, что так или иначе с соседями придется искать консенсус, а именно решать проблему способом обмена участками. На переговорах мы должны и на позицию соседей ориентироваться. Не можем сами все решать единолично. Вы говорите, что наши деды там-то пасли скот много лет. Но нельзя этот вопрос рассматривать так локально, узко, только по одному какому-то участку. Мы же должны решить вопрос не по одной улице или селу. Это более глобальная проблема в целом для республики. Поэтому есть вероятность, что земли, которыми мы пользуемся 100 лет, будут отданы им, а земли, которыми они пользовались 100 лет, теперь отойдут нам. Если мы, например, в Алабуке уступим, то в Сузаке получим. Но обмен уж точно будет вестись в национальных интересах. Сейчас в год проводятся демаркационные работы примерно на 15 километрах участка границы. Мы это увеличим в 10 раз. Постараемся устанавливать ограждения до 150 километров. На это пограничной службе выделим минимум 100 миллионов сомов. Укрепим наши границы. Примем единую государственную политику по вопросам границ. На этой неделе в парламенте началось обсуждение проекта новой Конституции. Однако обсуждать его депутаты начали почему-то не на пленарном заседании Жогорку Кеңеша, как ранее об этом объявлялось, а в рамках некой рабочей встречи с членами Конституционного совещания. Дискуссия, надо сказать, получилась очень забавной. Всего это заседание длилось около 3,5 часов, и больше половины этого времени депутаты потратили на то, чтобы понять, могут они вносить изменения и дополнения в представленный проект или не могут. И если могут, то кому передавать свои предложения? Когда им ответили, что могут передавать предложения, но только не Конституционному совещанию, потому что оно свою работу завершило, парламентарии стали задаваться вопросом, зачем, мол, тогда вообще собрались? Потом депутатов, наконец, осенило. Они вспомнили, что это они осенью вообще-то выступали авторами новой редакции Конституции, которую потом передали Конституционному совещанию. И теперь, мол, имеют все полномочия вносить в нее поправки. В конце, еще немного поспорив, как это сделать, в итоге решили отложить обсуждение на неделю, чтобы за это время собрать все замечания и предложения. Раз уж мы инициаторы, мы же сами знаем, в какие законы, какие изменения вносить. Правильно же, да? Сейчас жизнь меняется, разница как небо и земля. Прежде не было такого понятия, как посадить президента в тюрьму или премьер-министра. Сейчас всех подряд сажают. Главное, чтобы в будущем, если следующая власть сильная придет, чтобы она не обвинила всех депутатов в том, что приняли неправильную конституцию, и чтобы не посадила нас в тюрьму. Вот именно в Конституции 2010 года нет нормы, как принимать новую Конституцию. Вы посмотрите на 114-ю статью. Там прописано, что можно внести изменения и дополнения, но вообще нет процедуры о принятии новой Конституции. Вы говорите, между чтения должно пройти 2 месяца, и в итоге мы примем в течение полугода. Но нет же такой нормы нигде. А откуда тогда такие слова появились? Мы же слышали, что прежнюю Конституцию так делали. Многое у нас происходило, и Конституция терялась. Потом, как она появилась, известно только Богу. А теперь давайте немного остановимся на тех пунктах новой редакции Конституции, которые были затронуты депутатами. В тот день, конечно же, они спорили не только по вопросу, могут они вносить поправки или не могут, но и успели поговорить о том, что в ней написано. Парламентарии, кажется, наконец поняли, что скоро они потеряют значительную часть своих полномочий и стали озвучивать, что называется, свое особое мнение. Например, по вопросу, кто должен назначать референдум – президент или парламент. По новой редакции этим правом наделяется исключительно президент. Нардепы считают, что лучше оставить это право Жогорку Кеңешу. Не устраивает также депутатов, что скоро они лишатся возможности избрания членов судейского корпуса и возможности контролировать исполнение законов. Еще одна статья, которая, кстати, вызвала у некоторых депутатов очень сильное беспокойство, стала норма о запрете уголовного преследования за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности. Говорят, надо убрать эту норму. Иначе, мол, начнут все, кому не лень, писать про них всякие гадости и никакой ответственности.
29 статья бойынша экинчи пунктта жазылып турат: никто не может быть подвергнут уголовному преследованию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности, деп турат. Ответственность есть. Если закон будет работать, его будут штрафовать и привлекать к ответственности, заставить заплатить миллионы сомов за клевету, он рот не откроет клеветаны сөйлегенге. А түрмеге отырғаннан кейін ал осы жерден телефонды алып башқа қылмыштарға барады. Кстати, по новой редакции Конституции, если она будет принята в том виде, который сейчас имеется, у парламента появится много конкурентов по части инициирования законопроектов. По действующему основному закону право законодательной инициативы сейчас принадлежит 3 субъектам: 10 тысячам избирателей, парламенту и правительству. По новой редакции это право предоставляется 7 субъектам: депутатам, 10 тысячам избирателей, президенту, председателю Кабинета министров, Верховному суду, прокуратуре и Народному Курултаю. Как говорят члены Конституционного совещания, таким образом будет создана конкурентная среда для принятия более качественных законопроектов. Депутаты с этим не согласны. Они считают, что наоборот, каждый субъект инициативы при разработке новых законов начнет тянуть одеяло на себя и в итоге не сможет контролировать даже процесс создания законов. Совещатели, впрочем, успокаивают их, что принимать или не принимать документы в конце все равно решает парламент. О Народном Курултае было очень много обсуждений, вы сами знаете. Зачем он нужен, если его не избирает народ? Не будет ли он дублировать Жогурку Кенеш? Чем он будет заниматься? Зачем тогда нужен будет Жогурку Кенеш? Парламент избирается народом? Даже если вы обиделись, я скажу. В том, что появляется Народный Курултай, парламент сам виноват. Главная функция парламента – представительская функция. У вас есть представительность? Нет. Я сейчас выражаю слова народа. Народ говорит, что этот парламент состоит только из базаркомов и банкиров. Люди жалуются, что во власти у них нет представителей. Они хотят иметь своих представителей во власти, через них выражать свое мнение и позицию, как в настоящей демократии. Не было необходимости сокращать число депутатов. Чем меньше будет депутатов, тем слабее они будут. Их можно будет купить. Придет олигарх, заплатит деньги и соберет кворум. И будут лоббировать свои интересы при принятии важных государственных решений. По предлагаемой Конституции ответственность четко прописана. Всю ответственность на себя берет президент. А сейчас кто берет? Я нигде не вижу, чтобы так было написано. В 89-й статье написано об ответственности президента. Кстати, о 89-й статье. Члены Конституционного совещания называют ее чуть ли не одним из самых важных достижений новой Конституции. В ней действительно есть пункт, который гласит, что президент несет персональную ответственность за результаты деятельности Кабинета министров и исполнительной власти. Но в этой статье не написано, как и в каких конкретных случаях он будет нести эту ответственность. С другой стороны, все мы прекрасно видели и наблюдали, какую ответственность нес парламент, вроде как в парламентской стране, который сам формировал Кабинет министров. Никакую. Каждый раз, когда депутаты вносили кандидатуру нового премьер-министра и членов его команды, заседание, если вы помните, напоминало в целом свадебное торжество или юбилей почетного аксакала. Выступления парламентариев звучали как тосты за будущие успехи нового правительства. Все поздравляли, говорили напутственные пожелания, а спустя какое-то время потом сами же обрушались на него с критикой и выдвигали нового премьера. И так каждый раз. 6-й созыв Жогорку Кенеша так сменил 7 правительств. Остальные министры потом привлекались к уголовной ответственности, некоторых из них даже посадили. А тех, кто, соответственно, их утверждал во власти, вышли сухими из воды. Дальше сидят в парламенте и продолжают петь дифирамбы. Сами депутаты, впрочем, признаются, что их заставляли принимать такие решения. 25 августа 2017 год. Депутатов Жогорку Кенеша, находящихся на каникулах, срочно созвали на внеочередное заседание. Единственный вопрос повестки – утверждение нового премьера, состава и структуры правительства. Выдвинутый на пост главы Кабмина Сапар Исаков и члены его команды, конечно же, с этим никаких проблем не испытали. Депутаты, наоборот, говорили, что наконец-то дождались молодежь, хвалили состав. Если не считать нескольких нардепов, то выступления большинства из них, особенно членов
правящей коалиции напоминали поздравления гостей на свадьбе. Мы выдвигаем Сапара Джумакадыровича на пост главы правительства. Все мы знаем, что он хороший джигит. Я полностью поддерживаю этот состав правительства. Среди вас есть лучшие министры. Успехов вам. Ваша программа очень хорошая. Я лично поддерживаю ее. Давайте говорить о его достижениях, преимуществах, человечности, об организаторских способностях. Я верю, что вы оправдаете доверие народа, не осрамите молодежь и добьетесь успехов. Премьер-министр, Уважаемый премьер-министр, я уже могу так говорить? Я один из тех, кто вас поддерживает. Я желаю успеха в вашей команде. Я думаю, я уверен, что мы сегодня поддержим эту молодую команду. Коалиция большинства и наша фракция поддерживает. 19 апреля 2018 не прошло и года после утверждения состава Кабмина Исакова, как дифирамбы из уст депутатов сменились на критику. Сапару Исакову в итоге выразили вотум недоверия. Вместо него на пост премьера на следующий день был выдвинут Мухаммедкалый Абылгазиев, а депутаты занялись привычным для себя делом. Многие из них заявили, что в новый состав наконец-то подобрали хороших специалистов. Хвалили самого Абылгазиева. Через год, 25 апреля 2019 года, парламентарии также одобрили его отчет, не жалея хвалебных слов. Мухаммедкалый Душекевич, Мухаммедкалый Душекевич, вы неустанно работаете круглые сутки, ездите по регионам и изучаете проблемы народа на местах. Мы послушали ваш отчет. В целом мы довольны. Считаем, что правительство идет в правильном направлении. Во-первых, спасибо вам большое за то, что поддержали наш отчет о работе за 2018 год. Однако и Абылгазиева вскоре постигла участь его предшественника. Депутаты обвинили его в причастности к скандалу вокруг незаконной продажи радиочастот, и в разгар коронавирусной эпидемии премьер подал в отставку. 17 июня 2020 года депутаты утвердили состав Кабмина под руководством Кубатбека Буронова, работавшего, кстати, до этого первым замом Абылгазиева. В тот день выступление практически каждого второго депутата также было посвящено напутственным словам и пожеланиям в адрес премьера и новых членов правительства. В составе правительства вы настоящий лидер. Опыт у вас есть, хорошо разбираетесь, знаете экономику и хозяйство. Мы вас поддерживаем. Кубатбек Айлчиевич, если честно, я вас поддерживаю. Вашу кандидатуру. Кубатбек Айлчиевич, мы в коалиции поддержали ваш состав. Уважаемый Кубатбек Айлчиевич, считаю правильным, что коалиция выбрала вас. Правительство Кубатбека Буронова ушло в отставку после октябрьских событий прошлого года. Кабмин тогда возглавил Садыр Джапаров, но ненадолго. Спустя месяц Джапаров ушел на президентские выборы, после которых 3 февраля правительство возглавил председатель счетной палаты Улукбек Марипов. В день, когда его и его команду утверждали в Джугурку-Кенеши, он также получил свою порцию комплиментов от депутатов. Я вам и вашей команде желаю успехов, удачи, чтобы вы работали во благо нашей страны, нашего народа. Состав правительства сегодня сбалансированный. Уважаемые коллеги, прежде не было такого состава. Есть и молодые, но в то же время опытные. Я хочу вам пожелать, если вы дальше так пойдете, все будет хорошо. Такая хорошая команда. Уважаемый Улукбек Асамединович, мы послушали вашу программу. Очень понравилось. Вот сидят тут два Улукбека. Вам имя очень подходит. В парламенте тоже есть Улукбеки. На вас очень большая надежда. Таким образом, за последние 4 года парламент утвердил 5 премьер-министров. И каждый раз те же вопросы, те же пожелания и напутственные слова. Один из утвержденных депутатами премьеров Мухаммедкалый Абылгазиев сейчас в СИЗО. Обвиняется он в
коррупции и незаконном обогащении. Другой бывший премьер Сапар Исаков был осужден на 15 лет и отбывал срок, но во время октябрьских событий был отпущен за хорошее поведение на неделю. В итоге пропал, его объявили в розыск. На грани ареста находится и Кубатбек Боронов. Финпол его периодически вызывает на допросы по делу о подготовке к пандемии коронавируса. А депутаты, которые пели дифирамбы и говорили тосты за успехи правительства, вышли сухими. Никакой ответственности, особенно членов коалиции большинства. Ушундай билесиз Сапар Исаков премьер болгондора мен сөзүмдү жулуп алып Сапарды колдодуңуз эле. Когда рассматривали кандидатуру Сапара Исакова, вы его тут хвалили все подряд. А где сейчас сидит Сапар? А теперь тут хвалите Абылгазиева. Давайте будем поддерживать законом. А те, кто хочет хвалить, давайте им дадим в руки 2 камуза. Пусть выходят на почетное место и поют свои песни. Инициаторы конституционной реформы говорят, что с ее осуществлением теперь будет человек, который будет отвечать за все это. Потому что если основной закон будет принят, во главе исполнительной власти будет сам президент. Статья 66. Президент является главой государства, высшим должностным лицом и возглавляет исполнительную власть Кыргызской республики. При этом, согласно новой редакции Конституции, президент, тем не менее, не сможет самовольно назначать членов правительства. Ему для этого все равно нужно взять согласие Джугурку Кенеша. И если парламент не одобрит того или иного представленного кандидата на пост министра, президент будет вынужден представить другого. И если чиновник не покажет результат, право предложить его уволить может иметь не только парламент, но и Народный Курултай. Статья 70. Президент определяет структуру и состав Кабинета министров. Согласие Джугурку Кенеша назначает председателя Кабинета министров, его заместителей и других членов Кабинета министров. По собственной инициативе или с учетом предложения Джугурку Кенеша Народного Курултая в рамках закона освобождает от должности членов Кабинета министров и руководителей исполнительных органов власти. Окончательное решение, впрочем, о назначении или отставке членов правительства все равно принимает президент. За деятельность Кабмина будет сам нести ответственность, и об этом говорится в 89-й статье документа. Статья 89. Исполнительную власть в Кыргызской республике осуществляет президент. Председатель Кабинета министров является руководителем администрации президента. Президент председательствует на заседаниях Кабинета министров. Президент несет персональную ответственность за результаты деятельности Кабинета министров и исполнительной власти. Если Джугурку Кенеш признает отчет об исполнении республиканского бюджета неудовлетворительным, ответственность членов Кабинета министров рассматривается президентом. С принятием новой редакции Конституции в Джугурку Кенеше упразднится практика формирования коалиции большинства и меньшинства. Соответственно, как ожидают эксперты, прекратятся торги и дележка между фракциями за места в правительстве. Елена Яковлева, Манас Ичукитов. Итоги недели. Ну а пока депутаты спорят, могут они вносить изменения в Конституцию или нет, цены на рынке продовольствия практически ежедневно бьют новые антирекорды. Сахар, который еще 2 недели назад стоил около 54 сомов за килограмм, на этой неделе уже 60. Это в столице, а в регионах, говорят, он стоит уже 65 сомов. Рост вроде как на 20%. По закону в таких случаях принято вводить регулирование цен. Но наши государственные статисты в расчет берут среднюю стоимость продукта, то есть среднее значение между минимальным и максимальным ее уровнем. В таком случае, конечно, рост цен на сахар получается менее 20%. Соответственно, в Госантимонопольном агентстве говорят, что регулировать пока рано. И вот так каждый раз, когда происходит скачок цен. А если посчитать все эти скачки не за месяц, а, допустим, за полгода или за год, то рост цен получается уже на 50%, а на некоторые виды продуктов на все 100%. На этой неделе ростом цен, наконец, озаботились в правительстве. В среду в Кабмине прошло совещание по теме продовольственной безопасности, где премьер поручил Минсельхозу встретиться и поговорить с крупными поставщиками и производителями, чтобы те немного урегулировали стоимость товаров, а антимонопольному агентству велели и дальше мониторить цены на социально значимые продукты. Многие в Кыргызстане уже давно задаются вопросом, а чем вообще еще занимаются эти 2 госоргана? Минсельхоз с его раздутым штатом потребляет почти 1 миллиард бюджетных сомов. При этом фермеры из года в год терпят убытки. То не могут сдать переработчикам выращенную свеклу, то урожай картофеля потом продать не могут, и он весь потом сгнивает.
Казалось бы, если грамотно все спрогнозировать, запланировать, организовать сбыт, страна могла бы полностью прокормить себя своими же продуктами. Однако мы по-прежнему зависим от импорта, потому что один госорган, как кажется, занят только подсчетом, какая культура и где посажена, а второй лишь мониторит цены. Базовыми продуктами для оценки уровня продовольственной безопасности определены хлеб и хлебопродукты, фрукты, овощи и ягоды, сахар, растительное масло, молоко, мясо и яйца. Ни один из этих продуктов не удержался в цене за последние 12 месяцев. Причем не просто не удержался, а значительно вырос в стоимости. Вот данные того же антимонопольного агентства. Если в феврале прошлого года килограмм хлеба формового стоил 40 сомов, то сейчас 43. Картофель год назад можно было купить в среднем за 19 сомов, сейчас 27. Сахар. Цена на сахар-песок выросла почти на более чем 75%. Ровно год назад килограмм этого продукта стоил 37 сомов. Сейчас же, как указывает в своем отчете антимонопольное агентство, 55 сомов. Хотя по факту в столице уже все 60, а в регионах 65 сомов. Существенно подорожало и растительное масло. Год назад литр стоил 84 сома, сегодня 133. 133 – это по отчету чиновников, а на самом деле 150. Год назад за эти деньги можно было купить почти 2 литра масла, сейчас же только литр. Литр молока пастеризованного 2,5% жирности в феврале прошлого года на прилавках в магазинах стоил 50 сомов. Это, конечно же, средняя цена. Сегодня такое же молоко в среднем можно купить за 62 сома. Мясо. Цена на этот продукт еще как-то держалась в прошлом году с февраля по сентябрь, а в октябре просто взлетела. В целом за минувшие 12 месяцев говядина подорожала с 340 сомов до 425, а баранина с 330 до 435 сомов. Еще раз отметим, что это цифры, которые указаны в отчетах антимонопольного агентства. На самом деле цена на мясо сейчас еще выше. Ну и, наконец, яйца. Десяток куриных яиц год назад в продуктовых маркетах в среднем стоил 75 сомов. Сейчас в магазинах 120. Но в отчете чиновники пишут, что 100. Но даже если и 100, подорожали яйца достаточно существенно. Если цены на продукты растут как на дрожжах, а зарплаты и пенсии даже не думают. Граждане, чьи доходы остались на прежнем уровне, а это, очевидно, львиная часть населения, экономят буквально на всем. И каждый раз, придя на базар, задаются одним единственным вопросом. Куда смотрит правительство и есть ли вообще орган, который следит за ростом цен? Такой орган есть. Госагентство антимонопольного регулирования. В центральном аппарате этого ведомства работают 43 человека. 5 из них – это руководящий состав. Директор, 2 его заместителя, статс-секретарь и помощник. Есть у агентства еще территориальные отделы, в которых работают 28 сотрудников. Итого все вместе штатный состав всего агентства – 71 сотрудник. Ежегодно на содержание этого органа из бюджета тратится около 70 миллионов сомов. Главные задачи ведомства – упреждать монополизм в бизнесе, пресекать недобросовестную конкуренцию и регулировать цены на товары, если они, конечно, неоправданно растут. Однако регулировать их ведомство может лишь только при одном условии – если в течение месяца стоимость того или иного продукта выросла на 20 и более процентов. Растительное масло былтыркы жылы 63% кымбаттады. Эмне чара көрүлдү? Здесь сидит глава антимонопольного агентства. Хотим вас послушать. Скажите, растительное масло подорожало на 63%. Какие меры были приняты? Вашим ведомством только по маслу. Какие меры? Ответьте, скажите 2 предложения. Мы свои предложения в прошлом году и до этого вносили на рассмотрение правительства. Однако принятие мер не предусмотрено в перечне функций нашего ведомства. Мы лишь можем вносить предложения и проводить анализ. Но рост в 63% – это больше в 3 раза, чем 20%. Я спрашиваю, какие меры вы приняли в рамках предусмотренных вами функций? Предлагать могут все. Лично вы что сделали как руководитель? Хорошо, проводили мониторинг. Дальше что? Вы, уважаемый Шухрат Маматалиевич, лучше побольше ходите по базарам. Походите, вот ваша главная работа. А если вы будете сидеть в кабинете и делать
делать мониторинги? Нужно ли нам вообще такое учреждение? Последний раз правительство ввело госрегулирование цен в прошлом году. В связи с пандемией коронавируса в марте был введен режим ЧП. Границы закрылись, импорт продуктов остановился, а цены на местном рынке взлетели. К примеру, тогда мешок муки, который стоил до этого менее 1000 сомов, продавцы взвинтили до 2000. На 3 месяца властям пришлось установить максимальный уровень цен на 11 наименований социально значимых товаров. На продукты первой необходимости – уголь, бензин и газ. Данная мера в определенной степени сдержала рост цен, но ненадолго. Спустя 3 месяца дорожание продуктов продолжилось. Осенью резко начало расти в цене мясо. Килограмм мяса, который несколько месяцев назад можно было купить за 340-350 сомов, вдруг начал стоить все 500. Пенсионеры, которые прежде покупали этот продукт всего по полкилограмма, теперь не могли позволить себе даже маленькую горсточку говядины. Покупатели не могли понять, почему в стране, которая считается аграрной, где вроде бы все сельчане разводят скот, так сильно подорожало мясо. А скот подорожал, потому что в соседних Узбекистане и Таджикистане килограмм мяса стоил уже 600 сомов. Закон Адама Смита сыграл не в пользу отечественных потребителей. И фермеры, разумеется, ринулись туда вывозить своих коров и баранов. За минувший год экспорт крупного и мелкорогатого скота в Узбекистан увеличился почти в 10 раз. Если за весь 2019 год в соседнюю республику перегнали всего около 600 коров и быков и около 4500 овец и коз, то в минувшем году 10,5 тысяч голов крупнорогатого скота и 36 тысяч мелкорогатого. И это еще с учетом запрета на экспорт, введенного правительством Кыргызстана в конце ноября. Ограничение на вывоз ситуацию все равно не выправило. Мясо, правда, подешевело на 10-20 сомов, но оставалось таким же дорогим. Свое дело сделала контрабанда. По данным Минсельхоза, в те дни ежесуточно через границу незаконно переправляли до 1000 голов скота. Хлеб, говорят, всему голова, но его обеспечение зависит от импортной муки. Республика, несмотря на аграрное направление своей экономики, не может покрыть даже половину потребностей в этом продукте. Чтобы в год всем досталось хлеба, должно быть около 600 тысяч тонн муки. Однако наши мукомолы производят лишь 1/3 из этого объема. Остальное – импорт из Казахстана и России. А если там растет отпускная цена, то у нас автоматически тоже. Неужели Кыргызстан не может обеспечить себя мукой? В принципе, может. Однако выращивание пшеницы для отечественных земледельцев уже давно не является делом прибыльным, так как собираемый осенью урожай не оправдывает затрачиваемый на протяжении нескольких месяцев труд. 5 лет назад в Кыргызстане насчитывалось 62 мукомольных предприятия, но к прошлому году их осталось всего 32. Из них 19 приостановили свою работу. Сейчас муку производят лишь 11 компаний. Когда комбинаты закрылись, фермеры не знали, куда сдавать зерно. В итоге на следующий год они просто меньше ее посеяли. Таким образом, мы стали зависимы от ввозимой пшеницы. Мы тебя не запустим с прицепом. Почему не запустим? Да потому что мы не разгружаем с прицепом. Вот, Аргунбаев, я тебе сейчас скажу, заезжай с этим прицепом. Что ты будешь делать? Аналогичная ситуация с сахаром. К примеру, ежегодно в Кыргызстане сахарной свеклой засеивается около 11 тысяч гектаров, с которых собирается примерно 600 тысяч тонн урожая. Из этого объема, по идее, можно получить чуть меньше 100 тысяч тонн сахара. При этом ежегодная потребность Кыргызстана в этом продукте не намного больше, на 10-15 тысяч тонн. Однако импортировать страна вынуждена почти половину своей потребности. Из-за неспособности отечественных заводов переработать объем урожая, сахар заводится в страну из Беларуси, Украины, Казахстана и России. А крестьяне каждую осень выстраивают длинные очереди из фур, груженных корнеплодами перед пунктами приема свеклы. Часть урожая в итоге потом либо сгнивает, либо отдают домашней скотине, как корм. Сгнивает периодически и выращенный фермерами картофель. То они не могут продать собранный осенью урожай, и в погребах десятки тысяч тонн крахмальных корнеплодов превращаются в гниль, то бывают сезоны, что картошки выращено очень мало, а та, что выращена, соответственно продается уже по высокой цене. Крестьяне весной не знают, сажать им картофель или не сажать. Прогнозировать и советовать земледельцам, сколько площадей должно быть засеяно той или иной культурой, должно Министерство сельского хозяйства. Это ведомство, по сути, ответственно за продовольственную
продовольственную безопасность страны. Однако кажется, что Минсельхоз занят только статистикой. Минсельхоз занимает первое место среди всех госорганов республики по числу госслужащих. Всего сотрудниками ведомства числятся 4903 сотрудника. Большинство из них, 4019 человек, являются работниками Департамента водного хозяйства и мелиорации. Остальные – это сотрудники различных департаментов и подведомственных организаций. В центральном аппарате министерства работают 84 человека. В прошлом году на нужды аграрного ведомства из госбюджета было потрачено 935 миллионов сомов. Должны были потратить 3 миллиарда 150 миллионов. Однако расходы были сокращены в связи с пандемией. Предстоящий вторник, то есть послезавтра, страна будет отмечать День защитника Отечества. История этого праздника корнями уходит еще в революционное прошлое России. 103 года назад, 23 февраля, отряды красногвардейцев одержали свои первые победы под Псковом над регулярными войсками еще кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали днем рождения Красной Армии. После уже Великой Отечественной войны Кыргызстан в составе Советского Союза этот день отмечал, как День Советской Армии и Военно-Морского флота. Союз развалился, но праздник у нас остался, несмотря на то, что официально днем рождения вооруженных сил нашей республики является 29 мая. 23 февраля девочки продолжали поздравлять мальчиков, а женщины – мужчин. Причем в том числе мужчин, которые никакого отношения к армии не имеют. Потому что принято понимать, что представители мужского пола, независимо от возраста и рода деятельности, потенциально все являются защитниками Родины в широком смысле этого слова. Соответственно, считается, что это тоже их праздник. Однако есть у нас люди, для которых, как бы пафосно и громко это ни звучало, Родину защищать не просто профессия, а смысл жизни. Они носят форму, живут по уставу и по первому зову Родины готовы с оружием в руках выйти на защиту страны и ее граждан. Наш следующий репортаж о молодых парнях, для которых долг и честь превыше всего. Подъем ровно в 6 утра. Минимум времени на сборы, построение в коридоре, физическое упражнение и плотный завтрак. Так в войсковой части 73809 начинается каждый день. Ничего не скрывая, военные рассказывают, что жизнь в части, конечно, не сахар, но дисциплина – основное условие военной службы. Поначалу перестроиться многим новобранцам бывает очень сложно. В этой части все расписано до мелочей. Как говорят офицеры, никакой самодеятельности. Задумано это для того, чтобы правильно рассчитать распорядок дня. Сделать день максимально насыщенным. Ведь если солдат все время занят, служба летит стремительно. После нескольких физических нагрузок сонные солдаты, похоже, взбодрились. До умывания после зарядки нужно как следует заправить кровать. Важен не только результат, но и сам процесс. Последовательность действий – важная армейская традиция. Пока солдатские кровати не будут заправлены должным образом, завтрака не будет.
Далее с песней на кухню шагом марш. Военнослужащие знают, что плотный завтрак – залог бодрости и хорошего дня. Утренний прием пищи – это старт, который задает тон всему дню. Трехразовое питание, обязательно горячий чай. Все по норме. Утром и в обед блюдо из мяса. На ужин обязательно рыба. Завтрак солдата, полбуханки хлеба с маслом, сладкий чай и макароны. Чингис Алымкулов в своем селе был звездой. Играет на гитаре, подбирает на инструменте любые песни. Ну а чтобы служба была не скучной, взял музыкальный инструмент вместе с собой на службу. Здесь он запевал роты. Я иногда пел в селе, взял гитару с собой. Моим однополчанам нравится. Когда бывают свободные минуты, мы собираемся и можем исполнить несколько песен. В основном они про родину, про солдат, про родителей. В общем, патриотические песни. Всего в этой войсковой части службу несут около 300 солдат. 130 из них из весеннего призыва. Остальные 170 солдат были призваны осенью. Итак, завтрак окончен. На столах не осталось практически ничего. Не из-за того, что военнослужащий голоден, а таков порядок. Солдат должен съесть все, что ему положено. Савина Джумабаева работает поваром, готовит для солдат уже 15 лет. Говорит, в практике бывало и такое, что солдата не устраивала еда. Как правило, питание в армии очень хорошее. Военнослужащие не голодают. Нельзя сказать, что не доедают. Поначалу рацион для новичков может быть непривычным, но по прошествии пары месяцев еда будет казаться сытной. Каждый раз готовим домашние блюда – манты, хашаны, пирожные. Солдаты очень довольны. Раньше были случаи, когда кому-то что-то не понравилось, но это было очень редко. «40 минут на то, чтобы подкрепиться. Теперь утренний обзор прессы. На улице только рассветает. Солдаты знакомятся с последними новостями. Новостями не своей части, а событиями, произошедшими в стране. Говорят, защитники Родины должны быть в курсе всех новостей. Он удачно перенес хирургические процедуры, на сердце идет на поправку, сообщил сам президент Кыргызской республики Садыр Джапаров в своем телеграм-канале. Отмечается, что глава ГКНБ чувствует себя хорошо.
Это военный полигон Алато. Здесь солдаты проводят учения. Они применяют полученные теоретические знания на практике. Здесь уместна поговорка «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». На полигон вышли танкисты, стрелки, инженеры. У каждого своя задача. Здесь около 100 призванных еще осенью прошлого года солдат. Неделю они живут в 4 палатках. Тренировки проходят в сложных условиях, под открытым небом. Здесь солдаты отрабатывают тактику наступления в бою. 19-летний Шайырбек Орузбек Улу мастерски управляет боевой машиной пехоты. До армии, говорит, в родном селе работал водителем грузовика, возил сено. Опыт вождения пригодился и здесь. Я сам не хотел служить, но родители настояли на том, чтобы я получил и армейское воспитание. Я с детства ездил на грузовых автомашинах, поэтому водить БМП мне не так трудно. Чувствую габариты. За 1 месяц я научился так управлять. После окончания службы офицеры просят, чтобы я остался. Внимание! К машине! Был отдан приказ. Взяв 1 ящик снарядов, солдаты побежали навстречу пехоте. Важно действовать слаженно, быстро, а главное без ошибок. Попасть в цель с первого раза удается не всегда. Солдаты еще молодые, им учиться и учиться. Многие, сразу получив среднее образование, отправились служить. Полевая кухня, учение на свежем воздухе закаляет солдата. Для Алтынбека Таалайбека Улу военная форма, автомат в руке – это давняя детская мечта. В детстве я мечтал служить в армии, носить форму, хотел отдать долг родине. Думаю, что я очень изменился. Даже сам иногда замечаю, я стал более сдержанным, умею анализировать все происходящее и принимать нужные решения. Мне стыдно, что раньше я даже не умел заправлять нормально свою постель, а здесь мы уже приучены к дисциплине. Каждый день пробегаем до 12 километров. Вот думаю остаться здесь, продолжить военное дело, служить по контракту. Я не знал цену многим вещам, но придя в эту воинскую часть, я понял, что такое родительский дом, еда, которую готовит мама. Все мы скучаем по родным, даже очень. Действительно, служба только закалила молодых ребят. Армия научила бойцов соизмерять все широким понятием «надо». Надо выполнять обязанности по службе, значит нет безответственности. Надо подчиняться, значит нет ложному самолюбию. Армия учит опрятности и пунктуальности. Тойчубек Ильязбеков, родом из Таласа, говорит, соскучился по родному селу и родителям. Я очень скучаю по родителям. Иногда вспоминаю их смех, как они меня ругают, их эмоции. Если честно, очень скучаю по всем родственникам. Даже по своему коню скучаю. Здесь делают из нас настоящих мужчин, джигитов. Почему я пошел служить? Хочу быть защитником Родины в целом и в частности своих родных и близких. Каждый солдат учится стрелять из оружия, тактическим оборонительным действиям, наступательным. К концу срока службы каждый солдат должен уметь поразить цель выстрелами своего оружия с первого раза. Но главная задача армии – привить солдатам любовь к своей стране, чтобы каждый жертвовал жизнью ради своей страны, чтобы матери, отцы и родные спали спокойно. Защита Родины – священный долг каждого мужчины. Я солдат, по 5 лет, и у меня под глазами мишь. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки, мне отбил сапогами. Йо-йо-йо, комбатарю, разорванный рот у комбата, потому что граната, белая вата, красная вата не лечат солдата. Я солдат, и мне обидно, когда остается один патрон, только я или он. Последний вагон самогона, старки филион. После изнурительных тренировок вечером солдаты собираются и поют.
Иногда сидим в казарме и просто поем от души. Иногда кричим. 90% песен посвящены любви к родине. Но иногда молодые бойцы вспоминают и свою первую любовь. Ақын болбосом да сен үчүн деп сөз курап, ыр жазууга жүрөк чиркин тынбай умтулат. Аккордеон коштосун да мен кыялымда, биге тартам сени. Таалайбек Саруев сам из Иссыкуля. Говорит, в селе он был тощим юношей, а в армии набрал 6 килограммов. Говорит, все дело в солдатском режиме и в правильном питании. Здесь мы кушаем перловку, капусту. Уже привыкли. Организм даже привык. Когда только призывался, весил 59 килограммов. Сейчас уже вешу 65. Но чувствую себя очень хорошо. Мне не трудно бегать, подтягиваться. Я же пришел сюда из-за военного билета. Но после того, как подержал в руках автомат, все изменилось. Подумал, а кто будет защищать родину, если не я? Самое ценное, что у меня выработалось в армии, это дисциплина, которой прежде у меня совсем не было. Солдаты делятся мнением, что армия, как считают некоторые, это не пустая трата времени, а настоящая школа жизни, мужества и отваги, дружбы и взаимовыручки. Каждый день в армии это урок. Говорят, лишь в армии можно научиться тем вещам, которые потом помогут достойно преодолевать трудности в гражданской жизни. Для ребят, вынесших все тяготы воинской службы, такие понятия, как честь и долг, теперь не пустой звук. Вот всегда думал, что в армии братаны каждый день будут бить, издеваться. Но здесь далеко не так. Нет смысла себе накручивать и переживать. Когда ты уже попал в армию, надо настроиться, все расставить по полочкам и составить для себя годовой план службы. Трудно всем, но быстро привыкаешь. Во время службы я лучше стал разбираться в людях. Когда круглосуточно на протяжении года общаешься с человеком, очевидным становятся все его качества. Но самое главное, что дала мне армия, я нашел себя. Если встанет угроза суверенитету Родины, солдаты готовы по первому приказу командиров встать на защиту Отечества. 3 года назад войсковая часть 73809 Койташ отметила свое столетие. В 2018 году в этом месте располагался стрелковый полк, сформированный рабоче-крестьянской Красной армией. Позже, уже в 1941 году, солдаты этого полка составили костяк знаменитой 316-й стрелковой дивизии имени генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Эта воинская часть гордится своей воинской славой. В истории воинской части всегда помнят подвиги героев Великой Отечественной войны, именами которых гордится каждый солдат. Кубат Хуанчпекулу, Диас Сакимбаев, НТС. На этом все. Вы смотрели программу «Итоги недели». С вами был Манас Ачгитов. Пусть следующая неделя будет лучше, чем эта.